фестиваля «Салют Победы». Мы начинаем театрализованное представление, посвященное 70-летию Победы в Великой Отечественной войне. Я вновь в пути, уже который раз. На зов дорог спешу без промедления. Я смысл искал, но не нашел в пути. Дорога — жизнь моя, только она движение. И стал яснее понимать в пути, зачем живу. И почему так странно теснилась боль в душе моей не раз. На всех живущих и наживших нас всего одно единое пространство, память, как свидетель бездны судеб, которых поместилось в ней не счесть, объединив всех тех, кто был и есть, чтобы вместить однажды тех, кто будет. Чем дальше уходит в историю победный 45-й год, тем сильнее мы осознаем величие беспримерного подвига нашего народа-победителя, который и через столетия будет ярким символом несгибаемого мужества и стойкости. В этот священный день мы низко склоняем головы перед светлой памятью погибших в жестоких боях, отстоявших свободу
и независимость Родины. Их имена золотыми буквами навечно вписаны в героическую летопись грандиозной битвы с врагом. Мир такой круглый и очень большой. Он необъятный, чудесный и звонкий, с посвистом иволки, смехом ребенка и окрыленный восторгом душой. Только узнать никому не дано, что там за лентой далекой дороги, море, а может хребты и отроги, тысячи троп, что пройти суждено. Снова нам жизнь открывает пути, эти просторы и дальние дали, свет и пространство далекой печали, поле и ветер в высокой тиши.
комиссариат от бойца городской пожарной охраны города Сыктывкара Кочева Стефана Ивановича. Рапорт. Прошу меня зачислить добровольцем в ряды рабоче-крестьянской Красной Армии, так как я хочу идти в бой против озверелых врагов, фашизма, защищать грудью свою родину. Прошу удовлетворить мою просьбу, в чем и подписываюсь. Мать моя, это советская власть, это СССР. Она меня вскормила, вырастила, открыла мне светлый счастливый путь. В дни тяжелых испытаний для Родины считаю своим священным долгом просить партийную организацию отправить меня добровольцем для этой славной рабоче-крестьянской Красной Армии. Когда силы партии солдаты жизни такая не пойдет, я пишу закон использования первой части решавших событий. Имеем большое желание и возможность уйти в помощь нашей рабочей крестьянской армии. И прошу вас действовать в этой Красной Армии через первую возможность. Работу с 1942 года. Считаю за устами победы защиты фашистов. Куда ты едешь? Дорогая, на войну. Дорогой, возьми с собою
Сшейте платок из бесчисленных ваших страданий, сшейте из бабьих, терзающих душу рыданий. Бисером пролитых слез оторочьте края, вышейте нитью золотую любовь и победу бережно, словно ребенка надежду храня. А девушке война, война да горю ей разлука. А девушке война, война да еще больше склока. А до приемной шел с кудрями из приемной без кудрей, а золото моей кудряшки оставит судрей. Солдатушки, ребятушки, дорога широка, а вы гуляйте, наши девушки, дорога сорока. Белой армией поехав, я ж была туманная, а серой кепочкой на маркивал. Прощай, жила моя. Белой армией поехав, я в окошко глянула, и с тех пор мое сердечко, как цветочек, свянуло. А девушке моей, но раненых не надо полежать, любить за нас, за нашу родину, колени воевать. Вы куда летите, лебеди? Мы на север, на озера. Мы туда, где клюква красная, где водится бирюзовая. Девчонки, почта пришла! Девочки, Светлицына получает письмо. Танцуй, давай, Еремеева! Ну давай тоже танцуй! Тумане! Я! Кирсакова! Я! Кирсакова! Веселова! Андрея! Девочки, читайте свои письма поскорее! Танцуем от радости, девочки! А ты что не танцуешь? Девочки, а что пишут-то, рассказывайте? Послано 1,5 месяца назад! Боже, как долго идут письма! Да главное, это что доходят! Девчонки, а мой все время интересуется, как я отношусь к его предложению. Так ты же у нас невеста! 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 Только я ему писала уже свой ответ. Наверное, он его не получил. Девчата, Алешка-то пишет, что живы, здоровы, чего и нам желают. А мой пишет, что победим и свидимся скоро. Девчата, знаете, а
Не погиб. Без вести. Нет, не погиб. Без вести пропал. Дороги войны без конца и без края, зовущие память в тревожные годы, где наши солдаты, в боях умирая, за Родину нам завещали свободу. Их жизни, как звезды во мраке вселенной, сверкнули в ночи Млечный Путь, озаряя пометы. Но свет их остался нетленным. Он льется на землю, преграды не зная. Великая сила народного духа на подвиг звала за родную Россию. Страна поднялась из обломков разрухи, ликуя победу над вражеской силой.
бродят, но уходят от нас сыны на войну без войны уходят. Ни моей, ни твоей вины в этом нету, родной мой, нету, но в объятиях сатаны мы живем вопреки рассвету. Ах ты, Боже мой, утром рано восходит солнце, не вернется мой сын домой. Только горе в страну вернется. Ах, печаль ты моя, печаль, ты скажи, за грехи какие нам своих никогда не жаль. Нам не жаль сыновей России. Свет надежды уже погас. Наши судьбы, штрафные роты, нам сложнее без вас в 100 раз. Это мы без детей, сироты. Лечи нам вдали, лечи, судит наших чужое вече, а во сне все ручьи, ручьи, по приметам желанной встречи, а во сне все ручьи, ручьи, по приметам желанной встречи. От всех участников фестиваля «Салют Победы» к мемориалу «Вечная слава» и «Вечному огню» возлагаются цветы. Право возложения предоставляется поисковому отряду, который и по сей день на местах былых сражений находит солдат, не вернувшихся домой. Как дань памяти и уважения бойцам, пережившим ту войну, и тем, кто отдал свои жизни за свободу и мирную жизнь, объявляется минута молчания. В великих сражениях, добытую миру победу, мы не позволим забыть, очернить, растоптать. В присяге святой на верность отчизне и дедам клянемся вовек страну от войны защищать.
ждал тебя синий дуда. Народам Европы свободу привез жаркий солнечный май. На площади Вены спасенной собрался народ стальной. Достали израненной битвах вернул вальс-русский гром-солдат. Помни, Вена, помни, нами была. Под цветущий и войнущий яркий май. И приелся в русском вальсе сквозь года. Помни в сердце, не забудет никогда. Легко, вдохновенно и смело солдатский вальсер звучал. Где кружилась импера, как будто сам Штраус играл. А парень с улыбкой счастливой горбом своим сердцем прижал. Как будто он голос не видел разрывы, как будто Россию отнял. Помни, Вена, помни, нами была. Под цветущий и войнущий яркий май. И приелся в русском вальсе сквозь года. Помни в сердце, не забудет никогда. Над Веной седой и прекрасной плыл вальс под грез огня. Звучал он понятно, но страстно, и всех опьяняла весна. Весна 45-го года, так долго Дунай тебя ждал. Вальс русский на площади Вены свободный солдат на гармонии играл. Помни, Вена, помни, нами была. Под цветущий и войнущий яркий май. И приелся в русском вальсе сквозь года. Помни в сердце, не забудет никогда. Помни, Вена, помни, нами была. Под цветущий и войнущий яркий май. Детям, пережившим эту войну, поклониться нужно до земли. В поле, в оккупации, в плену продержались, выжили, смогли. Дети, что без детства повзрослели, дети, обделенные войной, в ту пору досыта не ели, но честны перед своей страной. Пусть над миром всем на все тысячелетия правит лишь любовь одна, и пускай нигде на целом свете детство не отберет война. Посмотри на мир, каждый миг неповторим. Сколько в нем чудес нам с тобой не перечесть. Но дороже всех это чудо, детский смех, чистый он, как звон ручья. Детский взгляд, и как солнце мира дня.
в сердце странно и светло, печально и легко. А звезды ясно смотрят вниз, блаженствуя в ночи, как будто смерти в мире нет. Спокойны их лучи. Я понял их язык без слов, и поняли они меня. Рассеяв мглу ночную вновь, забрежила заря. Свежими мыслями вдоль земли, откроет наши сохранные время жизнь, новыми идеями, все это затеяли, чтоб вы сумели в нас поверить. И север, юг, и запад, и восток, а мы откроем то, что ни один открыть не смог. Истории, добавить ярких красок жизни, время быть самыми первыми, и будьте уверены, мы удивим наш век капризный. И север, юг, и запад, и восток, а мы откроем то, что ни один открыть не смог. Для поздравления молодоженов, заключивших брак в канун празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, на сцену приглашается представитель территориального отдела ЗАГСа города Сыктывкара, управления ЗАГСа Республики Коми Жанна Алексеевна Киверина. И гости, в дни празднования 70-летия Победы в Великой Отечественной войне в столице Республики Коми узаконили свои отношения счастливые молодые пары. Памятная историческая дата стала новой страницей в жизни этих прекрасных молодых семей. 2015 год, юбилейный год Победы. Именно в этот год вы соединили свои жизни, чтобы рука об руку идти вперед, вместе преодолевать трудности, радоваться и печалиться, воспитывать детей, трудиться и созидать.
Семьи, которые вы начинаете строить сегодня, станут несгибаемой крепостью и надежным тылом для вас и ваших детей. От всей души поздравляю вас с Днем бракосочетания и желаю любви, благополучия, взаимопонимания на всю вашу долгую жизнь. И, конечно, здоровых, счастливых детей, для которых родительская семья всегда будет служить добрым примером. В России всегда были крепки духовные традиции и ценности, в ряду которых семья занимает одно из главнейших мест. А крепкая семья – это опора процветающей, могучей России. Дорогие молодожены, примите в этот день памятные подарки от будущего поколения. В этом зале присутствуют супружеские пары ветеранов Стрекаловы Василий Иванович и Александра Яковлевна. А также супружеская пара Климовы Сергей Васильевич и Галина Николаевна, прожившие вместе 70 лет. Тогда, в 40-е годы, эти супружеские пары начали свой долгий совместный путь. Победа принесла им большое счастье. Счастье быть вместе, вместе любить и жить. Василий Иванович, Сергей Васильевич и Галина Николаевна – участники Великой Отечественной войны, герои-победители. От имени управления ЗАГСа Республики Коми и от себя лично позвольте поздравить супругов Стрекаловых и супругов Климовых с наступающим Днем Великой Победы и 70-летием супружеской жизни. Дорогие наши ветераны, примите в знак нашей признательности в этот замечательный
я стал яснее понимать сейчас, зачем живу. И почему так странно теснилась боль в душе моей не раз на всех живущих и наживших нас всего одно единое пространство, как память, как свидетель бездны судеб, которых поместилось в ней и честь, объединив всех тех, кто был и есть, чтобы вместить однажды тех, кто будет. Как он был от нас далек, он на света лучше правил уголек. Мы идёшь, там на ветке пыли, этот день мы приближали нам могли. Это день победы, дорого права. Это праздник, сединой на листах. Слезами на глаза. День победы, день победы, день победы. Всех печей, не смыкала наша Родина вообще. И ночи, битвы друг у юбилей, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, дорого права. Это праздник, сединою на висках. Слезами на глаза. День победы, день победы, день победы. Возвратились вы не все, красиво вы пробежаться на росе. Полный гробы расшагали пол земли, этот день мы приближали, как могли. Это день победы, дорого права. Это праздник, сединою на листах. Слезами на глаза. День победы, день победы, день победы. Для подведения итогов республиканского этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, на сцену приглашается член правительства Республики Коми, министр культуры Республики Коми Анастасия Станиславовна Брагудина. Добрый вечер. От имени всего правительства республики я приветствую сегодня дорогих ветеранов, участников
со всей республики, дорогих зрителей. В преддверии великого праздника 70-летия мы еще раз увидели, какой ценой добывалась победа. Я благодарю все муниципалитеты, творческие коллективы, самодеятельность, всех, кто приняли участие в этом фестивале. Я желаю всем здоровья, мужества, крепости. И я думаю, что все мы сегодня убедились, какая у нас талантливая молодежь, и что с патриотизмом у нее все хорошо. Я еще хочу сказать большое спасибо и слова признательности режиссерско-постановочной группе. Коллеги, аплодисменты. Ну а теперь давайте перейдем к приятной части нашей церемонии, к вручению дипломов. Диплом участника республиканского этапа Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, вручается муниципальным районом Усть-Куломский. Кировский. Муниципальному району Усть-Вымский. Сызранский район. Сыктывдинский район. Нижпогосский район. Специальными дипломами фестиваля награждены: за лучшее исполнение патриотической песни солистка ансамбля эстрадной песни «Юрка» Юлия Гигуашвили, культурно-досуговый центр «Шугу», Эжвинский район города Сыктывкара. За лучший литературный сценарий Валентина Лиганова, автор сценария и режиссер театрализованного представления «Поклон тебе, великая! Салют тебе, победа!» Село Выгор, Сыктывдинский район. За богатство и сохранение историко-документального краеведческого материала, раскрывающего героическое наследие родной земли, в театрализованном представлении «Помнить, чтобы жить». Виктория Балева, директор Пушкинского дома культуры, Ударский район. Дипломом третьей степени в номинации «Хореографическое творчество» награждается образцовый ансамбль бального танца «Фейерверк», городской дворец культуры, город Ухта. Руководитель Татьяна Березкина. Диплом второй степени в номинации «Хореографическое творчество» награждается народный коллектив ансамбль эстрадного танца «Метаморфозы», городской дворец культуры города Ухта, за хореографическую композицию «Непокоренные», Ленинградский дневник, балетмейстер-постановщик Валентина Подобаева. Дипломом второй степени в номинации «Лучшая режиссерская работа» за театрализованное представление «Еще болит во мне война» награждается режиссер Татьяна Немчинова, районный дом культуры города Нерва, Нижпогосский район. Дипломом
лауреата первой степени в номинации «Хореографическое творчество» награждается образцовый детский коллектив «Отрада», детская школа искусств села Пашка, Сыктывкарский район. Руководитель, лауреат премии правительства Республики Коми Наталья Надуткина. Диплом лауреата первой степени в номинации «Народное пение» награждается ансамбль «Северное кружево», Дом культуры поселка Нюкчин, Сыктывкарский район. Руководитель Анна Алексеева. Диплом лауреата первой степени в номинации «Вокальное мастерство» вручается студии эстрадного вокала «Арта», Дворец культуры Шахтера, город Воркута. Руководитель Ирина Ларионова. Дипломом лауреата первой степени в номинации «Инструментальное мастерство» награждается оркестр русских народных инструментов детской музыкальной школы города Воркуты. Руководитель Елена Болдырева. Звание победителя за масштабность творческих мероприятий, организацию в подготовке и проведении фестиваля «Салют Победы» присуждается муниципальному образованию городской округ Воркута и муниципальному образованию муниципальный район